Творческие традиции казахского народа. Жирау были поэтами-импровизаторами, авторами песен толгау, размышлений, наставлений в стихах. С древних времен жирау исполняли при ханах роль советников. Они воспевали отвагу и стойкость батыров, оплакивали умерших героев, ханов, осмысливали и объясняли различные события, давали советы. Знаменитыми представителями поэзии жирау были Доспамбет, Марғасқа, Жиимбет, Ахтамберді, Шалхиз и Бухар-Жирау. В поэзии Доспамбет-Жирау отразилась позиция воина и защитника Родины. Его песни рассказывают нам о походах и подвигах, чести и долге воина, погибающей в жестокой схватке в степях Сараркии. В его произведениях выделяется толгау, это прощальная песня. Жиимбет-Жирау Бортагашула был наместником хана Есима в младшем Жузе. Он был в числе тех, кто поднимал Есима на белом войлоке, провозглашал его ханом. Жиимбет был сослан на казахско-ойратскую границу, так как поддерживал отмежевание младшего Жуза от казахского ханства. Он смог вернуться в родные края только после смерти Есим-хана. Все это отражено в толгау обращениях. Его лирические стихотворения рассказывают о тоске и страданиях поэта по родным местам. Шалхиз-Жирау Тлен-Шиула был исполнителем героических эпосов, в основе которых лежит вера в идеального властелина. Его толгау-обращения к князю Тимуру утверждают роль справедливого правителя и высказывают пожелание, чтобы высокое положение хана соответствовало его человеческим качествам. Бухар-Қалқаман-Улы, Бухар-Жирау, был одним из влиятельных биев при Тауке-хане и Абылае. Он автор многих песен, посвященных единству государства, защите его от врагов. Бухар-Қалқаман-Улы – яркий представитель классической поэзии Жирау, выступавший и как поэт-импровизатор, и как советник хана. Бурно развивались предания и сказки о батырах и ханах, ставших во главе освободительной борьбы. Это были случаи из жизни людей и сказочные герои и события. Сатирические сказки о Жиренше, Аязби, Балтекеби, Ертөстек, Киндебай в своеобразной форме отражали феодальную действительность и думы и чаяния простых людей в эпоху казахского ханства. В период подъема казахского ханства сформировался романтический эпос. Это были первые любовно-лирические произведения казахского фольклора Қозы-Көрпеш, Баян-Сұлу и Кызжыбек. Трудовая жизнь, обычаи и обряды, народные игры и праздники – все это отражалось в музыке. Самыми распространенными музыкальными инструментами каждого акына и певца были дамбра и кобыз. Талантливые народные музыканты создавали свои произведения, кюи, они выражали эпические, исторические, сказочные и бытовые темы. Предания и сказки были представлены как в устной, так и в письменной форме. Историческое сочинение «Тарихи Рашиди», написанное в XVI-XVII веках на персидском языке, посвящено истории Могулистана и казахского ханства. Автор его – Мухаммед Хайдар из племени Дулат старшего Жуза. Находясь в ханском дворце Бабура, он был очевидцем многих исторических событий. «Тарихи Рашиди» – не только историческое, но и литературное сочинение. В нем имеются правдиво описанные картины боя, показанные сражения батыров, их поведение во время битвы, созданы образы реальных людей, раскрыт драматизм событий. Наиболее важный памятник исторической прозы казахов – Джамиат Таварих, сборник летописей. Автором этой книги является Кадыргали Касымулы из рода Жалаир. В 1587 году вместе с султаном Ораз Мухаммедом он попал в плен к русским, где и создал свое сочинение, которое в знак дружбы передал русскому царю Борису Годунову. В этом произведении изложены малоизвестные сведения о землях, которые населяли казахи, о культуре городов, о казахском ханстве и его ханах, султанах, батырах и простолюдинах. Книга дает полное представление о нравах общества, о проникновении в жизнь общества мусульманской веры, о благосостоянии царской знати. Во второй половине XIX века все это сформировало литературный язык казахов, который зарождался в недрах общенародного языка. Таким образом, устная и письменная литература была связана с культурой предыдущего времени, послужила основой для развития
казахской национальной литературы.